Что поравняется с тем, что я маю в Боге. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z ducha Twoim. Почуй, Panie, голос мой, коли я кричу Тебе. Про Тебе говорит сердце мое. Шукайте моего обличия. Я буду шукать обличия Твоего, Пане, не ховай от меня обличия Своего. Аллилуйя. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спасти эту наисвятейшую охрану. Споведайтеся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, что согрешил я вельми, думкою, словом, ушибком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Христе,
Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету пробывая с Тобою в славе. Выслухай наши покорные просьбы и дай, как згодно с Его обещанием, мы отчували, что И Он застається з нами аж до скончения свету. И очи с Тобою живей владарить едности Духа Святого, Бог разу все веки вечные. Amen. Читання книги «Діл апостолів». У ті дні Стефан, наповнений Духом Святим, поглядів на небо і убачив славу Божию і Єсуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: «Ось бачу небеси розкриті, і Сина Чоловічого, який стоїть праворуч Бога». Але вони, закричавши моцним голосом, заткнули уші свої і кинулися на його усі разом. И, вывевши за город, почали каменоваться. А свідки поклали одежду свою коля ног юнака, якого звали Савл. І каменували Стефана, який закликав і казав: «Пане Єсу, прийми дух мой». І, упавши на колени, ускликнув моцним голосом: «Пане, не лечи им греху этого». И, сказавши это, спадшим. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан найвищий, володарець на усій землі. Пан найвищий, володарець на усій землі. Пан володарець, не радується земля, нехай веселяться шматликие выспы. Справедливость и право, основа его на троне. Пан найвищий, володарець на усій землі. Небеса вмешают его справедливость, и все народы бачат Ягоную славу. Поклонитесь перед ним, все боги. Пан найвищий, володарець на усій землі. Бог и Пане найвищий на усій землі, нині возвеличений над усіми богами. Пан найвищий, володарець на усій землі. Я, Ян, почув голос, який сказав мені: «Ось прийду неузабаві, і отплата моя со мною, щоб отплатить кожному по
паводле учынкаў ягоных. Я ёсць альфа і омега, першы і апошні, пачатак і канец. Шчаслівыя тыя, хто мые шаты свае, каб мець уладу над дрэвам жыцця і праз браму ўвайсці ў горад. Я, Езус, паслаў майго анёла засведчыць вам пра гэта ў касцёлах. Я корань і патомства Давіда, ясная ранішняя зорка. А дух і нявеста кажуць: прыйдзі. І хто чуе, няхай скажа: прыйдзі. І хто прагне, няхай прыйдзе. І хто хоча, няхай возьме ваду жыцця дарма. Той, хто сведчыць пра гэта, кажа: так хутка прыйду. Амэн, прыйдзі, Пане Езу. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не покину вас сиротами, каже Пан. Иду и пройду до вас, и узрадуется сердце ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. Хвала Тебе, Пане. U той час Jezus uzniał oczy swoje do nieba i modlił się takimi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za ich ja proszę, ale i za tych, kto powierzyć u mnie powodle słowa ichniego, как все были одно, jak Ty, Ojcze, uwa mnie i ja u Tobie, как и они были у нас, как поверил свет, что Ты послал меня, и славу, якую Ты дал мне, я дал им, как были одно, як и мы одно. Я у их, а Ты во мне, как были з'єднані в одно, как свет познал, что Ты послал меня и полюбил их, як полюбил меня. Ойче, хочу, как Ты я, кого Ты дал мне, были со мною там, где я, как бачили славу мою, якую Ты дал мне, бо полюбил меня перед заставанием свету. Отче справедливый, свет Тебе не познал, а я познал Тебе, и это я познали, что Ты послал меня. Я обвестил им Твое имя и обвещать буду, как любовь, якою Ты полюбил меня, у них была, и я у их был. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Браты и сестры, сегодняшнее читание Евангелия выводится с одной из найдовжейших в Новом Тестаменте молитв, яка існує. Треба було би варто було би відчинити 17 розділ книги Евангелия поводле Святого Яна и прочитать эту молитву. А поскольку мы это чинить не будем, то я вам про ее трошки расскажу, як она делится. Делится она на 4 частки. Первая частка от верша 1 до 8, это есть молитва Иисуса як прославление Бога Отца. Другая частка от 9 до 19 верша это молитва заступництва за учнів, яких має Ісус Христос. І третя частка, яку ми сьогодні прочитали, це і є молитва за нас, віруючих. І так само четвертая частка, яку мы сегодня прочитали, это молитва, где приводятся все 3 сферы. И прославление Бога, и молитва за учнів, и так само за усіх нас. И нас злучає все 3 частки. Вельми коротко. У першей части чим проявляется прославление Бога Отца? Варто было бы отширить книгу Евангелия и прочитать. Сказал это Иисус.
Узнявши своє очі до неба, Ойче, прийшла година, услав Сына Своего, как и Сын уславил Тебе. Ты дал Ему уладу над всяким телом, как и Он дал житье вечное усему, что Ты дал Ему. У чым проявляется это прославление Иисуса Христа, Бога Отца, як не у виконанні волі Божої. У tej апошній годині життя, яка проявилася по разлуку смерть на крижі, али również, али за тим так само раз з мертвих повстання. А що буде з'являться найважнішим сенсом этого прославлення? У тим, що нам Бог дає незвичайне життя. А життя вічне у вірші 3 прочитаємо. А вічне життя у тим, как познали Тебе, одиного правдивого Бога и того, кого Ты послал, Иисуса Христа. И в этом заключается прославление Иисуса Христа, якое мы будем читать про эти 8 вершев у книги Евангелия по Святого Яна. Правда Бога была объявленная як святая. Другая частка – это молитва заступництва за учнев. И она опирается на тем, Иисус Христос говорит, что свет ужасный, вельми агрессивный. Он не любит людей, которые вызнают Пана Бога. И тому Иисус Христос, звертая увагу на это, памятайте, как меня переследовали, так и вас будут переследовать. В этом свете агрессивный, а не бойтесь. Но когда вас переследуют, вы памятайте, что вы у добрым напрамку идете. И тут припоминаем, какую смерть понесут апостолы. Все опрочаяны евангелисты отдадут свое житье в разлучницкую смерть, пролитьем крови для переследу, а не за веру. Не выберутся веры, они будут отважные ее вызнавать аж до апошнего уздоху на муки, якую будут переживать. И тут проявляется в этом докладно молитва Иисуса Христа, как вытрывали, как придя гэтая хвилина. Як ведаем, вучні вытрывали в этой хвилине. И третья частка, якую мы сегодня прочитали, якая Божа прозвучала у Евангелии, з'является часткой молитвы за нас, где так само заключается четвертая частка. По-перше, яна мае сяродак, найважнейший цель. Я думаю, найважнейший цель 17 раздела это з'является в тое, что мы прочитали. Иисус узнял свои очи до неба и молился такими словами: «Отче святый, не только за их я прошу, але и за тех, кто поверит у меня поводле слова их». Czyli za każdego nas, kto powierzył powodle Jego słowa. To jest, co spisane w Świętym Ewangelium, w Świętym Pisaniu. Tak jak na przykład Świętego Augustyna, про якого говорил, odczynił книгу Римлян, przypadkowo znalazł odkryty, przeczytał i zmienił swoje życie, zmienił swój obraz, zmienił swoje postępowanie. Tak samo i czytali, co z'является серединой, з'является jedność. Как все были одно, як ты, Отче, во мне, а я у Тебе, как яны были у нас, как поверил свет, что Ты послал меня. Одну едность. Едность – это вельми тяжкая справа, это есть середина этого раздела. Наиважнейшая цель молитвы Иисуса Христа, как мы были едны. И тут Иисус Христос притачивает якийсь мозг. Так, как я и Отец, мы не можем исновать один без другого. Не может Бог исновать без Иисуса Христа, а Иисус Христос без Бога Отца. Ни в якую. Это неразлучные речи. Они разом, вельми мощно связаны. З них эта самая едность, одинство, переключается на одинство Иисуса Христа с учнями. Но как не было Иисуса Христа, так не было бы учнев. А как не было учнев, мы бы сегодня не были бы учениками Христа. Бы не было бы кому списать Евангелие, не было бы кому нам передать Слово Божие, то есть что и всю науку, которую Иисус Христос одержал. Это так просто сделано. И тут как есть наша едность. Так само в этом заключается, как мы были одно. Не каждый у своим напрамку глядел, але как мы все имкнулись знайти Бога.
Але гэтая еднасць, яна пад угрозай, вялікай угрозай. Таму што ад касцёла, ад хрысціянства, ад веры ведаем, што людзі часамі адходзяць, которые здраджаюць гэтую веру. І тут вельмі часта экзегеці гавораць так, што заключаецца гэта ў тым, што так як быў Юда Іскарыёты, які здрадзіў Езуса Христа, ён быў адным з апосталаў, адным з учняў Езуса Христа. Але паглядзіце, што гэта не павлияло на супольнасць апостольскую. А могли бы ж подозрительно, кто нас будет нас здравить, кто нас продаст, кто нас на заведзе, а кто нас увечуе. Але гэта іх не разорвало. Мимо того, што хтосьці здрадзіў Езуса Христа, яны далей трывалі. Чаму? Бо в гэтым і заключалася малітва Езуса Христа, якая была прамовлена, на якой мы разважаем падчас апошняй вечеры. Ян апостол, толькі ён сам адзін піша эту малітву вельмі прыгожую. Яна не з'яўляецца для нас узорам, як мы маем маліцца. Хтосьці сказаў, што мы маем такі сам спосаб маліцца. Не. Бо Ісус Христос оставіў нам малітву, як узор, малітву Отче. Але яна нам паказвае, што Ісус Христос таксама маліўся ўжо калісьці 2000 таму назад за кожнага з нас аб веры і аб еднасці, каб мы ў гэтай еднасці трывалі. І гэтая малітва трывае па сённяшнюю хвіліну. Яна актуальная. Каб мы прыпадкова гэтай еднасці не страцілі, каб мы шукалі, што ўсе імкнемся і пакліканыя да аднаго, да святасці. Заснавальнік касцёла методыстаў Джон Веслей, который жыў у годзе 1701-1792, описывая сон, які убачыў пэўнага разу, говорить, і ў гэтым сне ён з'явіўся па-за светам. Ну і па-за гэтым светам прыйшоў да брамы пекла і пастукаў у дзверы. Але перад гэтым, як пастукаў, знайшоў таблічку на дзвярах, і было напісана, калі пекла працуе, калі людзей прынимаюць, калі не прынимаюць, калі можна прайсціся, калі не, калі выйсці адсюда. Ну ён пастукаў і адкрыў дзверы д'ябла, які быў дзежурны. И спрашивал, я не хочу сюда войти, але хочу доведаться, скажи мне, кто есть у пекли? И начинает задавать питание, чи есть там католики? Я вот так, так, чи есть православные? Так, чи есть протестанты? Так, чи есть баптисты? Так, чи есть методисты? Так, чи есть пия? Так. Я вот должен кричать. Все тут есть. Цікаво, якую супольно заснаваць. Пошел далее. Дошел до брамы раю. Позвонил звоночек, анёл выбег, дежурный так само. Говорит, я тебя сюда не пущу. Я не хочу сюда войти пока, мне еще зарано. Ты мне скажи, такое питание одно откажи. Кто есть у небе? Чи католики есть? Нема. Чи православные есть? Нема. Чи протестанты есть? Нема. А баптисты есть? Так само нема. А это так само нема. Нічого собі, питає гэтый чоловік. А ти скажи мені, коляска, а хто тут є? Тут християни. Брати і сестри, і так це є, це про гэтую єдність. Єдність дзесьці, якая має розлучити, але сапраўдная єдність, вона опирається на чим? Напише Ісаак Нефтон, що люди не тільки тоді, але і так само у сучасному світі будують стінки перед собою. Замест того, как будовать мосты. Мы часто только живем сами для себя, думаем только и выключно про самих себе, если не глядим на перспективу нашего життя, у перспективу вечности, до якої ми вже покликані. И такий сам способ мы так легко поддаемся и разрываем эту едность. А как эта едность иснавала, мы повинны об ей молиться. Поглядим на Иисуса Христа. Ісус Христос, ідучи праз зямлю, праз все життя, не тільки що обвіщає об єдності, закликовує об віру в одного Бога, але так само сам служить прикладом. Поглядите, він ні з ким не свариться. Фарисеям він тлумачить, що вони неправильно розуміють то, що він робить. Ученым в Писании, забрасывая, закидая, говорит, что вы не познали Слово Божие, якое пришло в Иисусе Христе, что это проявляется. Неправильно отчитали знаки Святого Писания. Але не веде размовы, не б'ється з ними.
не знаю, не змагається ні в який спосіб. Пробує вийти з руки, не кричать на нього. Розмовляє так само, з Пілатом, розмовляє з Іродом, і ті розмови, але ні, як я говорю, не б'ється, не пробує доказати. І так само в нашому житті ми так само воспитані, як у першій черзі молитися в этой єдності, просити. Зробіть перший крок, бо молитися це не тільки, а із молитва повинен бути перший крок. Я таким старым сухарем, як я називаю, анекдоте про чоловіка. Він непоможного молився 3 дні, 3 рази на день. 3. Кожен день молився по 3 рази. Шмат часу посвячав для Пана Бога. Пану Богу йому так само подобався. У певному моменті, коли вже був трошки старіший, прийшов його кризис. Такий життєвий, що став банкротом, втратив всю майомість, все. Ледь конец концом связывал, у долги вошел. И постановил клянчить на колени и говорить: Пане Боже, я у тебя ніколи ничего не просил. Хоть мне треба было шмат раз. Я не просил этого. Але теперь погляди, я терплю великую беду. Дай мне что-нибудь. Зроби суд, как я узбогатился, как я мог сплатить эти долги. Дай мне выиграть, может, лото. И молился на человека 1 день. 3, полгода, год, 2, а 3 уже здорованы, молится и в конец не вытримал, говорит: Пане Боже, гляди, я столько молюсь, николи не просил, одну справу, а ты не хочешь мне дать? Тут ему з'является Пан Бог: я бы тебе дал, але ти лото не купив ще. І так в нашому житті ми так само не зробимо першого кроку, як щось відбулося, а десь шукаємо. Це ти просив, брати і сестри. По-перше, как мы могли прославлять Пана Бога и дякувати за то, что мы маем. Мы часто недооцениваем наше життя и то, что мы отримали, и те дары, які мы маем от Пана Бога. А другое, как мы не глядели агрессивно на тех, кто на нас агрессивно глядит, что мы верующие, и 10 нас переследуют, а дякали за Пану Богу за эту ласку, бо Иисус Христос докладно сказал: меня переследовали, и вас будут переследовать. По-третье, как мы памятали, что мы все покликаны на одинство. И как мы этого одинства в нашем житті шукали, попраз нашу супольную молитву. Аминь. Перевод Якова Отца Всемогущего, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрижованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на 3-й день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и яко подаст не будет Отца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовляв праз пророку. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и шагаю воскрешением амен и життя вечного в будущем свете. Аминь. Чекаючи исполнения с послания Духа Святого, вознесем наши покорные просьбы до Бога. Молим святый костел, как все его верники доли распознать миссию, какую возношу Бог. Тебе просим. Выслухай нас, Пане
Молимся за верников, которые свое сумленное житье ненадежно виконали свою роль в Божьем плане Павлі. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся об едности наших семей, и они были соправленными свидками Божьей присутности и любови. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших померов, как раз посредничество Христа, и они получились от супольности и Павле. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашу ахвористичную супольность, как мы, поединаны с Христом, мужно виконували задання християнського покликання. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Dobry Boże, wysłuchaj nas i żadania, допоможи нам і навчи нас приймати Твою допомогу і дякувати Тобі за всю праз Христа, Пана нашого. Амінь. Номер 77. Молитеся, как молю, и вашу яхвяну принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Ласкавый Божий, прими наши молитвы и дары, какие мы Тебе приносим, и празу делаю харистичная вяры. Приведи нас до хвалы вечной праз Христа, Пана нашего. Аминь. А Пан с вами. І з духом Твоїм. Укору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Справедливо, и справедливо, слушна и избавлена, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Отче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, и Он после Своего с мертвых повстания открыто з'явився перед усіми Своими учнями, и на их очах узышел на небо, как мы могли удельничать у Его божеским житті. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а хоре анgelов разом з усіми святими śpiewają Tobie gimn chwały, niespynna usklikaючи. Святий, 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 а Богу всемогутний, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на высшинях, Хосанна на высшинях, Хосанна на высшинях. Благословенный Твой, Твоитель имя Пана, благословенный
Благословенный Твой, но и имя Пана. Хосанна на Мессия, Хосанна на Мессия, Хосанна на Мессия. Zaprawdę Boże, Ty święty i sprawiedliwa, chwalić Ciebie все Twoje stworzenie, bo przez Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrysta, dziecnej mocy Ducha Świętego, Ty все оживляешь и освещаешь, и неспынно збираешь народ свой кава до сходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому у єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос у воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе. Освяти мocою Духа Твоего в эти дары, які ви принесли Тебе на ахвяру, как сталися яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, коли был выдадзены, узяв хлеб и подяку Тебе складаючи благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich i podjaku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, każący: «Bierajcie i pijcie z jego ўсе, bo гэта ёсць kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта великая таямница веры, Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Panie, spełniający zbawczej duchu Twojego Syna, tak samo jako cudowne воскресение w Niego chrzcie, i czekając Jego druhого przyjścia z podziaką składają Tobie гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего Костела и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленный. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, najpierw z Najświętейшей Panной Bogorодицей Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, святым Архангелом Михаилом, Янофалом другим, сестрой Фаустиной, благословенным Отцом Брониславом и всеми святыми, прав заступництва яких, мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поjednania принесе всему свету супокой избавления. Будь ласкавый умацовать у веры и любви костел Твой, який пильгримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Львом XIV, biskupом нашим Юзефом, с усими biskupami, усим духовенством и усим народом Тобой купленным. Будь милостивый до просьбу гэтай семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласкаво з'єднать с собой всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто власти Твоей одышал с гэтага свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз Его одорвая свет усялякими добротами. Праз Христа с Христови у Христе, Тобе, Боже, Ojcze Всемогутный, у єдності Духа Святого, уся ваша і хвала
Разум все, яки вечный я. Называемся детьми Божьими и изъявляемся тому, осмеливаемся казать «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого зла. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были заусёды вольны от греху, и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надежды и прища Спасителя нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a darycie go supokojem i jednością. I kiedy większy władarisz na wieki wieczne, supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Будь баранок Божий, пусть той, кто берет на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 255.
19. Молимся. Wysłuchaj nas, Boże nasz Zbawca, i brać udział w Eucharystii umacuj naszą wierу, to jest, что все тело Костела з'єднається в славі з Христом своєю головою, який живе і владарить на веки вечные. Об'яви 3 червня в авторах у пам'ять святого Кароля Бланги, поплічників і мучеників, 5 в четвер у пам'ять святого Бонифація, біскупа і мученика, 8 червня, это наступная неделя, урочистость послания Духа Святого. Святые имши отбудутся Троицы у 9, у 10:30 и у 19. Припоминаю, что раз усё лето, починаючи от наступной недели Святой Имши, о године 12 для детей нема, пока не буде Пана Бога. Раз увесь червень після Святих Імшаў вечоровых у 19:00, а в неделю после Святой Имши у 10:30 отправляем набожество до Найсвятейшего Сердца Иисуса, а так само открываем умновение перед урочистостью спаслания Духа Святого. Адорация Пана Иисуса в Найсвятейшем Сакраменте от 14 до 19 каждый день. Дякуємо за хвірування на будову, за спільну і індивідуальну молитву, за спів я праву літургічну, за прибирання каплиці і тим, хто дежурив, так само тим, хто косив. Помолимося за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народив дітей, за Вікторію і її батьків, хрестних знаків хресту, за добродієвих передавців нашої парафії, а так само обновить добродієвих домництва санктуаря Божої милосердності і за нас, отдаючи кожного по особку подобию Матери Божией Твоей, обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не погоршай молению нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы есть, что приходите, дети расплачали свои каникулы, так само за вас, как добро отпочили, набрали сил, потом, когда здорование веду, али памятайте, однако у Пана Бога нема каникулы,
молиться и приходите до костела, примите Божие благословение. Пан с вами. И с духом твоим. Яхай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в субботу Христа. Дякуем Пану Богу. И за детей святых Ангела Михаила. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастам Слова Духа, покорно просим, нехай яко знищить сам Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ свою в світі. Амінь. Номер 133. Святой Гаси меня, вести только можешь, сердце платяное, мое извинись, напои меня, живою водою, жажду как никогда тебя я. Небеса там, где ты, реки благодати, дождь милости исходит на нас, ведь Ты здесь и нас. Только Ты, Дух Святой, мое сердце видишь, знаешь, почему я плачу, смеюсь, милостью Своей. Меня Ты окружишь, и покой свой в Тебе я найду. Небеса там, где Ты, реки благодати, дождь милости исходит на нас, ведь Ты здесь и нас. Небеса там, где Ты, реки благодати, дождь милости исходит на нас, ведь Ты здесь и нас. Нехай буде утворено. Наисвятейший собрание, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай буде похваленный наисвятейший собрание, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса